қайырлы. Сәлеметсіз бе? Мен анама жиі хат жаздым. Сіз бұл тақырыпты түсіндірдіңіз. Сен жұмыста болмаған екенсің. Дұрыс. Екен дегендер бар, иә? Бізде екен деген өттік қой. Өткен сабақта біз өттік, екен. Сол осы практика болды. Практика болды. Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасының тұр болады. Сол мен жалпы дүйсенбіде Гүлсарыда боламын. Біз сәрсенбіде кездесейік па? Сағат 8-де, әдеттегідей. Жақсы? Сол біз 18 қазанда кездесеміз. Жақсы. Келісемін. Здравствуйте. Здравствуйте. Через полчаса поздравляю. Марина, вообще топчик. Спасибо. Қош келдіңіз. Менің атым Марина. Мен Атырауда дүниеге келдім. Атырауда мұнай және газ институтта оқыдым. Ал қазір мен ТШО-да жұмыс істеймін. Мен үкіметпен және жұртшылықпен бөлімінде жұмыс істеймін. Мен әлеуметтік инвестициялар бағдарламасының ұйымдастырушы. Ол өте қызық жұмыс. Маған өте ұнайды. Вырежете. Маған өте ұнайды. Маған осы жұмыс өте ұнайды. Менің отбасым бар. Менің жұбайым, ұлым бар. Атырауда менің анам тұрады. Менің апам отбасымен тұрады. Сол мен жалпы өте бақытты адам. Керемет. Отложилось в памяти такой вот кусочек, эпизод из детства. Мы с сестрой идем на учебу. Я в школу, в начальный класс. Сестра, по-моему, это уже, наверное, в техникум все-таки было. И нас бабушка провожает до конца улицы. Мы там снимаем вот эти вот супер грязные резиновые сапоги. Прям очень грязные. Там мы плавали буквально. Одеваем более-менее такую хорошую обувь и идем в школу. При этом у нас еще сменка, то есть в школе мы еще раз переодевались. Ну, это было, и просто что не может не радовать, что город, конечно, с тех пор очень сильно изменился. Вот прошедшие 30 лет они все-таки поменяли облик города в лучшую сторону. И я верю, что компания наша, она в это тоже внесла большой вклад. Тут была такая печальная история в 97 году. У нас дом был старый, его еще дед строил в 55-56 годах. И он так оставался таким стареньким домиком. Вот. И в 97 году, это мы хорошо запомнили, на 8 марта выпал снег, который, естественно, в марте растаял одномоментно. И у нас вода просто подкосила наш старенький домик, и он, к сожалению, у нас не выдержал. А где стоял-то домик? А вот мы как раз подъезжаем. Он до сих К пор... огромному двухэтажному Нет, кусочку. он до сих пор носит название 2-2. Была Марина Роскова 2-2, сейчас вот улица Шурекова 2-2. Я здесь выросла. Как я уже говорила, эта улица называлась Марины Росковой. Дома, конечно, здесь поменялись уже значительно. Улица совсем изменилась, совсем не узнаю я ее. На этом месте стоял наш дом. Марина Роскова 2-2, сейчас Шурекова 2-2. Всегда считали, что жилгородок — это что-то такое опасное, что там непонятное. Все как-то опасались, но
сколько, скажем так, мы жили здесь с открытыми калитками, да, у нас раньше же не было таких затворов огромных. Калитку можно было просто так руку просунуть, открыть и зайти. И никогда не было страха, что с нами здесь что-то случится. Очередной подарок от мужа – это был пазл. Я люблю собирать пазлы. И это был такой пазл с маленьким Йодой. Грогу. Меня ожидает приятное времяпровождение с этим пазлом. И это тоже, наверное, да, вот как раз-таки соединяется с тем, что я люблю, чтобы был во всем порядок. И это тоже такое упражнение на упорядочение. Найти нужный кусочек пазла и поставить его. Самая такая экскурсионная у нас, по-моему, поездка была в Италию. Мы за 10 дней объехали несколько городов, находили сотни тысяч шагов. В этом отношении с Гришей нам вообще классно ездить, потому что он готовится, узнает все и потом нам рассказывает. То есть нам экскурсовод даже не нужен, мы от него слушаем классные истории. Я действительно ее очень сильно люблю и ценю. Доказательством этого может являться то, что мы уже 20 лет вместе. Вот. Живем, радуемся, вместе огорчаемся, делим все поровну. И о Марине я могу сказать, что она очень и очень хороший человек, потому что она работает над социальными инвестициями, и как ни крути, социальные инвестиции – это наш народ со всеми его сложностями, трудностями, и очень много работы над социальными проектами с людьми, которым мы должны. У нее очень большое сердце, и она вот в эту работу, в это общение вкладывает всегда частичку себя. И это очень сложно. Для меня фактически очень сложно даже ее слушать. Но у моей супруги будет юбилей через месяц, и она мне призналась, что хочет наши национальные украшения, именно наши казахские. Вот. И, ну, честно говоря, я очень обрадовался. Почему? Потому что выбор подарка для жены, для мужчины в какой-то степени это всегда стресс. Продолжительное время учит казахский язык. И, как я слышу, и дома, и с друзьями, и когда мы присутствуем на каких-то мероприятиях, у нее очень хорошо получается, я очень рад. Надеюсь, что я ее догоню в ближайшее время. Вот. И как человек, я могу прокомментировать это, что она растет духовно. Она растет духовно, она увлекается очень сильно с литературой, читает классику, не минуя современных авторов, увлекается кинематографом и отдает время своей работе. Я вижу, что работа ей нравится, и я считаю, что это один из компонентов человеческого счастья. Делать то, к чему у тебя лежит душа. Әртүрлі істе адам баласын, өз бауырым деп. Езіне ойлағандай оларға да болса, игі еді демек, бұлар жүрек ісі. Это веление сердца. Семья у меня и правда многонациональная. Дедушка мой был болгарином, другой дедушка был уральским казаком, бабушка тоже другая была уральской казачкой, то есть корни оттуда происходили. Вот, и русские, получается. Сама я замуж вышла за татарина, соответственно, у меня сын, и это такая смесь национальностей. А то, что любовь к казахской культуре, к казахскому языку, это, наверное, больше любовь к родине, потому что я родилась здесь, в Драу. И меня с детства окружали различные национальности вообще в целом. То есть я знаю, что у нас на улице жили и корейцы, и русские, и казахи, и никогда не было никакой вражды. Поэтому это, наверное, основано больше на взаимном уважении и на том, что Казахстан – это моя родина. Я здесь родилась, я здесь выучилась. Именно
В этой стране я получила те возможности, которые я сейчас имею. Я работаю в самой крупной компании Казахстана, первый налогоплательщик Казахстана. И здесь не должно быть сомнений, что я должна пытаться, по крайней мере. Конечно, это тяжело. Учить казахский язык. Я работаю советником по обеспечению эффективности социальных инвестиций компании Тенге Шевройл. Работаю уже на этой должности с 2020 года. Вообще в компанию Тенге Шевройл я пришла в 2014 году на проект будущего расширения, тоже в отдел по связям с правительством и общественностью при проекте. И позиция у меня называлась координатор по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Было очень много интересной работы, но сейчас мне все говорят, что сейчас у меня самая лучшая работа в компании. У нас в команде 2 человека, я и моя коллега Бахтгуль Кушекова. И наша с ней задача — это координировать весь процесс социальных инвестиций компании. Мы фасилитируем процесс отбора социальных проектов на последующий год, скажем так. Сейчас именно вот как раз-таки эта работа идет, очень много работы. Завтра суббота, воскресенье работаем, в понедельник едем в Кульсары, настроение отличное. Наша работа в целом сначала отобрать проекты, помочь отобрать. Мы сами никогда не голосуем, потому что мы живем этими проектами, мы дружим с этими НПО. Мы каждый день с ними на связи. И на самом деле вот за год у нас такая связь с ними налаживается. Это уже не просто официальные какие-то отношения, что подрядчик и заказчик. У нас такого нет. У нас все совместно. Решения некоторые принимаются совместно. Мы внедрили несколько инструментов полезных. Это и рабочая тетрадь для НПО. То есть мы часто раньше слышали, что ТШО закрыт, ТШО недоступен. Но на самом деле как бы это не так. Все, что касается работы с НПО, мы всегда готовы делиться, мы всегда готовы рассказывать, мы готовы, я не скажу такое высокопарное слово, учить их, мы готовы делиться с тем, что мы знаем. Вот. И вот эта рабочая тетрадь, которая была таким шикарным продуктом, да, она стала еще одним шагом к открытости. Бюджет, конечно, он не резиновый, он определенный, он утвержден партнерами. Ну ладно, 2,5 миллиона, 2,5 цифра небольшая, начинаешь переводить ее в деньги, понимаешь, что ты эти деньги в жизни не заработаешь, а тут в течение 1 года у тебя задача эффективно распределить и потратить, и чтобы это принесло наибольшую пользу. И вот тут, конечно, такой не испуг, но страх есть все-таки, потому что это очень большие деньги, это очень большая ответственность. Но эта ответственность, она и дисциплинирует, потому что ты стараешься сделать все, что ты можешь, выкладываешься на 100%. Бывают часто ситуации, когда мы отказываем на какие-то запросы, потому что бюджета уже нет. То есть такое тоже бывает. Но есть запросы, которые как бы важны, они подходят под наши критерии, мы их можем рассмотреть, мы их оставляем на следующий год просто. И в начале года, когда у нас уже новый бюджет открывается, скажем так, мы уже начинаем работать по этим дарениям, по этой спонсорской помощи. Ну, да, вот история была одна, она очень такая трогательная. К нам поступил запрос от интерната, от Раусской областная специальная школа-интернат. И они просто написали имейл на имя руководителя, директор их написала, где говорит: мы приглашаем вас прийти, посмотреть, нам необходима спонсорская помощь, если у вас есть возможность, пожалуйста, помогите. И руководитель, соответственно, переслал это сообщение мне и говорит: ну, сходи, посмотри, а это уже, ну, если я не ошибаюсь, конец ноября, начало декабря. Это было 2 года назад. И я туда пошла. У них проблемы со зрениями, проблемы со слухами, есть еще дети с проблемами ЗПР. Дети очень классные, но
внутри была немножко удручающая такая обстановка. У них была большая боль. Это ванные комнаты. То есть у них дети проживают, так как вот интернат, то есть у них дети с районов проживают там с сентября по, получается, май постоянно. Естественно, такие удобства, как туалеты, душевые кабины, спальни, это все у них есть. Ванная комната была. Но когда я туда зашла, в эту ванную комнату, для меня это был шок. Можно не снимать? Там не было как-то, там стояла одна ванная, которая непонятно как вообще работает, не работает. И там стояли поддоны. Без каких-либо вообще стенок, без ничего. То есть я не знаю, как там ребенок мылся. Учитывая, что проблема со зрением, да, это вообще невозможно. Естественно, хотелось помочь как можно быстрее, но бюджета не было на тот момент. Это как раз были года, когда ковид, весь бюджет уходил туда, и бюджета физически его не было. Хотя сумма там, в принципе, не такая большая. А я, конечно, расстроилась, чисто по-человечески, не как сотрудник ТШО, просто как мать, как человек. Наверное, все-таки есть у них ангел-хранитель, да? Я прихожу в офис, а у меня как раз сообщение в Тимсе от наших коллег XYZ. Марин, хотелось бы с вами переговорить, есть один вопрос. И что вы думаете, он мне говорит, когда я ему звоню, все расстроен, он говорит, у нас в XYZ остались деньги на бюджете, посоветуйте, куда их вложить. И все. И там появились шикарные душевые кабины на 2 этажах. Там вода идет прекрасно. Если раньше для детей это была на самом деле проблема искупаться, да, то, что для нас кажется элементарно ежедневно принять душ, для них это было большой проблемой. Площадку, если посмотреть, что вообще классно, так это качество. Причина, почему мы делаем проект совместно с населением, чтобы они сами своими руками сделали, ценили. И что интересно, в этом году они тоже не сидели сложа руки, они приняли участие в тренингах, и у них появилась замечательная дополнительная воркаут-площадка. Здесь уже могут заниматься подростки, и это очень классно. У нас есть куратор из компании Тенгишев Роял Марина Фахрудинова, которая с первого дня курирует этот проект. И я с ней очень тесно работаю. Но, можно сказать, мы иногда даже забываем, что это, как говорится, наши доноры Тенгишев Роял. Потому что вклад Марины в этот проект огромный. Она не просто мониторит, не просто там, скажет, следит за качеством проектов, но она очень хорошо помогает. В сложных ситуациях можно с ней посоветоваться, можно ей рассказать про трудности. И всегда знаешь, что Марина поможет и найдет решение. Это человек, который является нам другом прежде всего. У нас не отношения заказчика-исполнителя, у нас на самом деле партнерские, дружеские отношения. И мы всегда видим поддержку, мы всегда можем обратиться за советом. Ну, я, в частности, вот и говоря от своего имени, я всегда могу позвонить, в каких-то вопросах проконсультироваться, и всегда это доброжелательное отношение. Гульнас Касмурзиева – это наш партнер по проекту «Эффективная реабилитация людей с инвалидностью». У нее общественный фонд «Бездя Дамбас». И она работает, она сама уже много лет, к сожалению, пользователь инвалидной коляски, и она работает с такими же людьми. Ребята, девушки, взрослые, женщины, мужчины. И ее проект – это социализация и реабилитация людей с инвалидностью. Ее проект помогает людям, во-первых, поверить в то, что жизнь не закончилась из-за инвалидной коляски, что можно и нужно продолжать жить,
Она даже знает, Марина, у кого какая травма, там шейник, не шейник, спинальник, не спинальник. То есть она уже знает все, какие коляски бывают, какие травмы у людей бывают. У нас недавно был в Казахстане отмечался 2 воскресенье октября, День людей с инвалидностью. Как раз мы проводили мероприятия для семей людей с инвалидностью. Там участвовали их дети, жены, близкие. Вот она с детьми на мастер-классе проводила, им помогала, разукрашивала что-то. В этот день лил дождь нереальный, но все равно пришла. Отличительная черта Марины, что она, несмотря там из землетрясения говорит, всегда поддерживает, да, всегда поддерживает, ее поддержка чувствуется, она всегда с теплыми словами говорит вот так и всегда радуется. А мне что нравится Марине, она всегда радуется за наш проект. Когда мы говорим о наших успехах, как будто она сама в этом проекте на самом деле. Идешь на проект, видишь этих людей, видишь детей, видишь взрослых, кому мы помогаем. И вот эта вот обратная связь, понимание, что наша работа очень важная, мы творим добро, все-таки она воодушевляет, она помогает идти дальше.